В ходе подведения итогов с докладами выступили военный комендант, начальник разведки, военный комиссар и начальник управления боевой и морально-психологической подготовки. Они рассказали об организации воспитательной, культурно-досуговой работе и о состоянии боевой подготовки в воинских частях. За истекший период все мероприятия боевой морально-психологической подготовки выполнены в полном объеме. Основными мероприятиями боевой подготовки считаю проведенные полевые выходы разведывательных подразделений и артиллерийской группы, а также участие в завершающем этапе командно-штабного мобилизационного учения с 6-й стрелковой бригадой, которые проводили на общевойсковом полигоне Цабал. Основное мероприятие морально-психологического обеспечения считаю подготовка личного состава воинских частей отдельных подразделений к торжественному прохождению маршем, посвященному Дню Победы 9 мая. О состоянии воинской дисциплины и внутреннего порядка за апрель месяц в Сухумском высшем общевойсковом командном училище рассказал начальник СВОКу Игорь Нинуа. Состояние воинской дисциплины оцениваю на удовлетворительно. Внутренний порядок поддерживается на уровне соответствующему уставным требованиям. Служба войск организована согласно уставу внутренней службы. В этом месяце были организованы учебные стрельбы во всех взводах. В период с 16 по 22 апреля личный состав 3-го взвода принимал участие в полевом выходе артиллерийских подразделений на полигоне Цабал. 20-21 апреля училище было привлечено на этапе боевой стрельбы с 6-й стрелковой бригады, где личный состав проявил себя с положительной стороны. Продолжается подготовка парадного расчета ко Дню Победы 9 мая. В Сухумском высшем общевойсковом командном училище проходит набор абитуриентов для обучения по специальности боевое применение мотострелковых подразделений и по гражданской специальности менеджер по управлению персоналом. Срок обучения – 4 года. Сборы документов будут осуществляться в военных комиссариатах по месту жительства до 10 июня 2022 года. Исполняющий обязанности министра обороны Беслан Цвижба обратил внимание присутствующих на поддержание воинской дисциплины и правопорядка, проведение мероприятий, приуроченных к празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Мы в этом году приняли такое решение, что если не всех ветеранов Великой Отечественной войны, мы хотели сюда их пригласить на торжественное собрание, но в связи с тем, что многие из них болеют, и поднять их на наш этаж, это было бы неправильно с нашей стороны. Поэтому определены группы офицеров с 3 по 5 мая. График определили. Будем посещать ветеранов, поздравлять и награждать нашими ведомственными наградами. В торжественном марше примут участие более 400 военнослужащих. Это парадные колонны частей подразделений оборонного ведомства, Государственной службы охраны, Министерства внутренних дел, МЧС, службы госбезопасности, Государственной миграционной службы и пограничного управления ФСБ России в Абхазии. Сария Кварцхель, Алексея Гухава, Абхазское телевидение.